Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Откровенный разговор. Я бы хотел от вас тоже получить ваш внешний взгляд на то, что мы делаем. Глава Башкортостана обсудил с политологами и общественниками ключевые вопросы политической и социально-экономической повестки региона. Главная задача, которую мы себе должны сохранить, это выполнение социальных обязательств. Ушел, чтобы вернуться. В Уфе специалисты приступили к реставрации символа Башкортостана – конной скульптуры Салавата Юлаева. Демонтаж завершат до конца октября, после чего в специализированном цехе реставраторы приступят уже к своей основной работе. Музей под открытым небом. Статус международного, статус сети ЮНЕСКО позволит парку привлекать еще больше туристов, позволит рекламировать эти парки по всему миру. Геопарки Башкортостана, входящие в состав Всемирной сети ЮНЕСКО, продолжают свое развитие. Не профессия, а призвание. Я понимаю, что я ращу будущее поколение нашей страны. И на мне лежит большая ответственность. В Башкортостане поздравили учителей с профессиональным праздником. Лилия Ильясовна добрая, красивая и всегда веселая. В Башкортостане одновременно запустили 3 электросетевых объекта, образующих единый узел. Старт производству дал глава республики Ради Хабиров в рамках 25-го Российского энергетического форума. В мероприятии приняли участие около 100 компаний из России, Белоруссии и Китая, которые представили свои инновационные разработки. В каком направлении движется региональная энергосистема, знает наш корреспондент Азат Садриев. Пуск разрешаем. На 25-м Российском энергофоруме не стали нарушать традиции. Открытие мероприятия ознаменовали запуском новых электросетевых объектов. Распределительное устройство на подстанции «Гвардейская», подстанция «АЛЛАТРАКа», которая обеспечит электроэнергией развитие восточного пригорода Уфы и Иглинского района, реконструированный энергоблок номер 1 Кармановской ГРЭС. Энергетическая система Башкортостана становится более надежной, современной, с элементами автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта. Энергетическая система Республики Башкортостан одна из крупнейших в Российской Федерации, одна из эффективно работающих. Могу сказать уверенно, что энергетическая система обеспечит потребности всех предприятий, жителей, городов, сел нашей республики. Она очень эффективно работает. Очень важным показателем в части генерации этого года является, несмотря на то, что этот год крайне непростой, тем не менее объемы генерации в этом году выросли на 5%. Такому росту в том числе способствуют миллиардные инвестиции в развитие энергосистемы республики. За последние 10 лет более 50 миллиардов рублей было выделено на развитие энергоинфраструктуры. Компания «Башкирэнерго» является одним из лидеров по подключению новых потребителей. Порядка 15 тысяч новых потребителей мы ежегодно подключаем. Ну и благодаря этому, считаем, создаем условия для развития экономики в целом. Крупнейшие предприятия электротехнической отрасли и ведущие компании российских регионов представили свои разработки на выставке «Энергетика Урала». Познакомился с импортозамещающей продукцией и глава Башкортостана. Ради Хабиров пообщался с разработчиками, директорами крупных предприятий. Участникам форума также продемонстрировали отечественные зарядные станции для электромобилей. По их количеству республика заняла в прошлом году 1-е место в ПФО и 2-е в России. Здесь полностью разработан нашей компанией контроллер для зарядной станции и нижнего уровня, и верхнего уровня. Полностью разработано программное обеспечение. Сейчас по быстрым станциям это все находится на стадии патентования. А по медленным станциям тоже контроллер и программное обеспечение наши, и уже получены патенты Российской Федерации. 35 электрических зарядных станций для автомобилей в месяц производит башкирская компания «Аттар Электро», и спрос на них большой.
Будущее, по крайней мере, автомобильное, уже наступило. На российском рынке широко представлены высокотехнологичные электромобили и гибриды. Запас хода впечатляет. На полных баках и заряженных аккумуляторах можно проехать более 1200 километров. По еще одной традиции на энергофоруме отметили лучших работников отрасли. Из рук главы Башкортостана они получили почетные звания и грамоты. Многие отдали своей профессии большую часть жизни. В своей профессии я уже 33 года. Привел меня сюда впервые мой отец, который проработал здесь тоже всю жизнь. Заслуженным стал энергетиком Республики Башкортостан. С тех времен вроде как-то сначала интерес, потом азарт и в итоге уже профессионализм, который ни на что и не хотелось менять, ни на какую профессию, уже в другом себя я нигде никак не чувствовал. На лучших равняется и подрастающее поколение. Благодаря развитию и поддержке среднепрофессионального образования в регионе студенты учатся по трендовым компетенциям в области информационных технологий, электроники и систем связи. В этом году как раз мы открыли тоже кластер цифрового образования Республики Башкортостан в рамках федерального проекта «Профессионалитет». И эта специальность тоже туда вошла. Также мы в этой отрасли готовим специалистов в области монтажа слаботочных систем, кто обслуживает охрану пожарной, сигнализации, видеонаблюдения и так далее. Это тоже такая на сегодняшний день очень востребованная специальность. Впервые в рамках мероприятия был проведен День электромонтажника с конкурсом профессионального мастерства «Электромастер Урала». Также участники и делегаты форума смогли посетить значимые промышленные объекты региона в рамках технологических туров. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Итоги недели. Уфа. Обсудить главные смыслы и вызовы сегодняшнего дня. На этой неделе Ради Хабиров встретился с политологами. Глава республики ответил на ключевые вопросы политической и социально-экономической повестки региона. О том, как прошла встреча с экспертным сообществом, которая длилась около 3 часов, расскажет Руслан Батыргариев. Я бы хотел от вас тоже получить ваш внешний взгляд на то, что мы делаем. Какие-то слабые стороны, где, может быть, дожать надо, какие-то, может быть, успешные кейсы, которые, может быть, следует тиражировать, какие-то тревожащие моменты, потому что мы в очень непростое время живем. С самого начала встречи с политологами глава республики обозначает формат разговора. Прежде всего, Радия Хабирова интересует, как экспертное сообщество региона оценивает происходящие политические, социальные и экономические процессы. Всегда, особенно сложные такие турбулентные времена, очень важно сверить часы, определить систему координат, оценить систему координат. И здесь очень важен этот откровенный, доверительный разговор главы республики с экспертным сообществом. В общем-то, встреча получается очень полезная, очень содержательная. В начале встречи Ради Хабиров подчеркнул, что сегодня абсолютно все субъекты России ведут активную работу по поддержке участников специальной военной операции, росту обороноспособности страны. И Башкортостан выполняет поставленные задачи на отлично. Реализуется уже более 50 мер поддержки военнослужащих и членов их семей. На эти цели в текущем году предусмотрено 25 миллиардов рублей. Чтобы успешно выполнять эти обязательства и укреплять обороноспособность, необходимы ресурсы, а это прежде всего состояние экономики. Парадоксальная вещь, если говорить о росте бюджета, он у нас растет. Но он растет не такими быстрыми темпами, то есть доходная часть, не такими быстрыми темпами, как растут наши расходы. Тут ничего не поделаешь, потому что вот в таком слаженном режиме, если бы мы работали без дополнительных задач, которые мы решаем, мы бы спокойно, значит, разрыва бы у нас не было. Поэтому на данный момент мы в части бюджета, да, у нас дефицитный бюджет, значит, но ничего это нас удивлять не должно. Что касается развития промышленности, то на данный момент отмечается небольшой спад, но предполагается, что к концу года он будет выровнен. Учитывая, что западный рынок для сбыта продукции Башкортостана был маржинальным, уход с него вызвал определенные сложности. Республика при этом нашла другие рынки, но где-то сложнее логистика, форма расчетов, более жесткое поведение партнеров. И все эти моменты придется преодолевать совместными усилиями, отметил глава республики. Экономика, социальная сфера в сложных, непростых условиях продолжает развитие, и подобная сверка часов, когда глава республики поясняет свою позицию, а экспертное сообщество не просто понимает, что и почему, но и может задать вопросы для того, чтобы тоже
понять в своих выводах и рассуждениях, куда идет республика. На данный момент в Башкортостане на этапе строительства находятся крупные социальные объекты: больницы, поликлиники, школы, детские сады. Все они будут сданы под ключ. Ставка делается на работу с национальными проектами и всеми программами, которые реализует правительство России. Это позволит улучшать социальную инфраструктуру в рамках федеральных денег. Главная задача, которую мы себе должны сохранить, это выполнение социальных обязательств. У нас впереди Новый год. У нас впереди большие выплаты социально перед Новым годом. Сами знаете, у нас достаточно большая линейка социальных обязательств, которые мы должны выполнить. И эти задачи мы выполним. Вот в этом у нас сомнений нет. Политическую обстановку в республике глава региона назвал стабильной. Как показатель, абсолютно спокойно прошедшие недавно местные выборы в Башкортостане. Ради Хабиров отметил, что в этот раз в советы разных уровней были избраны также ветераны и участники СВО. Такую задачу ставит президент России. Эту задачу мы выполняем на отлично. У нас даже вот на этих вот выборах, которые есть, 13 участников СВО заявились, 13 они, соответственно, и прошли. Они стали депутатами. Поэтому у нас уже таких депутатов больше 60 разного уровня. В том числе вот есть уже депутаты Госсобрания. Говорили на встрече подробно и о провокациях, периодических информационных вбросах, деятельности контрэлиты и оппозиции по дестабилизации ситуации в республике. В обществе такие попытки поддержки не находят, отмечают эксперты. Считаю положительным моментом то, что встречи политологов и экспертного сообщества с главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым приобрели системный характер. На встрече удалось поднять много вопросов, которые вызывают общественный интерес, и там же получить на них откровенно честные ответы. Это показывает открытость руководителя республики перед обществом в условиях информационных атак на регион с целью дискредитации управленческого аппарата. По итогам трехчасового разговора политологи отметили, что на фоне текущих вызовов и угроз Башкортостан сохраняет политико-экономическую устойчивость, а Ради Хабиров продолжает уверенно руководить республикой без оглядки на информационные атаки и козни контрэлит. Руслан Батыргареев, Азат Садреев. Итоги недели. Спокойное и стабильное развитие региона позволит Башкортостану в ближайшие 3 года войти в десятку самых быстро растущих в экономическом плане субъектов страны. Причем наша республика из этого списка единственная из субъектов ПФО. Такие прогнозы дают представители в Федеральном Минэкономразвития. Эксперты прогнозируют, что темпы роста внутреннего регионального продукта достигнут почти 4% в год. У республики, уверены ученые, есть необходимые ресурсы для развития экономики. В частности, создается инфраструктура, строится межвузовский кампус, идет тесное взаимодействие между наукой и промышленными предприятиями. В условиях проведения специальной военной операции региональные экономики тоже испытывают беспрецедентное давление. Благодаря эффективной работе управленческой команды в Башкортостане удается привлекать инвестиции. Рейтинг агентства стратегических инициатив говорит сам за себя, поскольку республика который год подряд занимает 3-ю строчку. Здесь, безусловно, невозможно не отметить заслугу руководства региона, которое создает простые, понятные правила игры. Это касается и крупных игроков, и среднего и мелкого бизнеса, а также те компании, те группы, которые приходят на территорию Башкортостана и хотят вести здесь бизнес в достаточно прозрачной и законной манере. И вот это вот взаимодействие науки, бизнеса, промышленности под руководством главы региона Радия Фаритовича Хабирова, конечно, дает сегодня результат. Прогноз является, на мой взгляд, реальным. Есть ресурсы, есть кадры, есть необходимые технологии. И в дальнейшем эти аспекты, конечно же, выступят конкурентным преимуществом нашей республики и дадут результат. Башкортостан в этом году демонстрирует хорошие показатели по темпам роста выпуска продукции обрабатывающей промышленности почти на 6%. На ближайшую трехлетку также прогнозируется увеличение розничной торговли почти на 5,5%. Импульс развития, говорят эксперты, придает то, что внутри самой страны заинтересованы в приобретении отечественных товаров, нежели иностранных. За этим экономическим развитием, с такими темпами роста следует, безусловно, и повышение уровня жизни, повышение заработных плат. И искренне надеюсь, что экономика достойно эти 3 года себя проявит, покажет. И конечной целью
этого будет повышение качества и уровня жизни населения. В прогнозе учтены дальнейшие программы по импортозамещению и развитию оборонно-промышленного комплекса, а эти сектора в экономике региона играют важную роль. Также в качестве источников экономического роста рассматриваются перспективы развития туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания. Эксперты также отмечают, что экономика республики на данный момент находится на подъеме. Рост фиксируется во всех отраслях – в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, в нефтегазовом секторе, машиностроении. Благодаря мерам, предпринимаемым управленческой командой Башкортостана, приток инвестиций в регион с каждым годом наращивается. Но одновременно это, конечно же, и заслуга современного менеджмента, сегодняшнего руководства республикой. Известные, скажем так, нововведения, которые мы видим, значит, и на уровне республиканского центра, и в муниципалитетах, районах и городах, они, конечно же, формируют достаточно хорошую среду для инвестиций, достаточно хороший потенциал для поддержки бизнеса. В Уфе приступили к реставрации памятника Салавата Юлаева. Все работы проводятся в строгом соответствии с федеральным законом, гарантирующим сохранность объектов культурного наследия для будущих поколений. Проект не подразумевает изменений исторического облика монумента. По завершении работ и скульптуры, и постамент курган будут восстановлены в своем первоначальном виде, задуманном авторами в середине 20 века. Тему продолжит Азат Садриев. Эти кадры уже можно считать историческими. Спустя 58 лет национальный герой Башкортостана Салават Юлаев спешился со своего коня. Многотонную фигуру всадника ювелирно опускают на специальную площадку. И, подойдя поближе, можно понять, почему ему нужна реставрация. Большой процент коррозии. Снаружи все видно. Изнутри стальная конструкция тоже в плачевном состоянии. Все надо будет реставрировать, ремонтировать. Будет чиститься полностью чугун. Будут заменяться стальные конструкции, крепежные элементы, а потом это все будет краситься. О начале комплексной реставрации памятника Салавату Юлаеву объявил глава Башкортостана Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона 2 июня 2025 года. Был утвержден график проектной документации, которая прошла государственную экспертизу. После завершения всех работ скульптуру вернут в первозданном виде. Республиканские и городские власти выступают гарантами сохранения памятника. Для всего региона и для всего народа Башкортостана этот памятник имеет значение самое, наверное, важное, потому что это наша история, это наши символы, это наши традиции. В управлении по сохранению объекта культурного наследия создан наблюдательный совет, который на всех этапах сохранения объекта культурного наследия, на всех этапах реставрации будет смотреть за тем, чтобы все работы проходили непосредственно в соответствии с разработанной технической документацией. Реставрация памятника будет проходить под контролем Российской академии художеств. К работам привлечен широкий круг специалистов – реставраторы, архитекторы, археологи, эксперты по общестроительным работам и исследователи бетонных конструкций. Кстати, разбирают скульптуру таким же образом, как ее создавали авторы в 60-х годах прошлого века. Пробовали по-разному, но в итоге вернулись к строповке, которая применялась автором. Это была оптимальная, видимо, по центру массы взвешенная. И, в общем, поэтому все пошло сейчас очень хорошо. То есть так же, как возводили, в обратном порядке разбирать? Да, прям даже вплоть до строповки. Для самих реставраторов это не просто очередной заказ. Опытная команда, за плечами которой много сложных проектов, прониклась к памятнику Салавату Юлаеву особым чувством. Для меня этот памятник имеет особый сакральный смысл, поскольку вся моя жизнь с лошадьми связана. И, конечно, я очень счастлива, что нам выпала честь участвовать в реставрации этого памятника. Для меня любой конный памятник, в том числе и памятник Салавату Юлаеву, это огромная радость. Особое значение памятник имеет и для жителей Башкортостана. Пожалуй, больше всех за Салавата Юлаева переживал машинист крана Андрей Решетников, который опускал многотонную фигуру. 31 год назад он отмечал здесь свою свадьбу. Кстати, он же возводил минареты мечети Ар-Рахим. Был маленький мандраж. Но все успешно. Все успешно, все хорошо. Спасибо ребятам, которые командовали. Благодаря им все ювелирно все сделали.
А вот остальные жители и гости города рабочие моменты увидеть не смогут. Доступ на площадь полностью закрыт в связи с требованиями безопасности. Однако после завершения реставрации обновится не только сама скульптура. Будет отремонтирован фонтан и благоустроена вся территория площади Салавата Юлаева. Хореографический ансамбль я ходила, и мы тут, концерт был большой. Также выходила замуж, тут присутствовали, на выпускном здесь гуляли возле памятника Салавата Юлаева. Это действительно исторический памятник. Будете ждать его возвращения на место? Обязательно, обязательно. Когда ты едешь в Уфу на поезде, вот ты всегда встаешь к окошечку в вагоне и ждешь, когда он тебя поприветствует рукой. Приезжаешь через мост, вот эти вот ших-ших-ших, такой шум, и ты видишь издалека освещенный памятник. Увидеть его снова можно будет 11 октября 2027 года. Торжественное открытие монумента приурочат к 60-летию памятника и Дню Республики. Работы по демонтажу памятника идут строго по графику. Сначала специалисты отсоединили все навесные элементы, затем с осторожностью спустили саму фигуру Салавата Юлаева. Сейчас приступили к разбору боевого коня национального героя. Демонтаж завершат до конца октября, после чего в специализированном цехе реставраторы приступят уже к своей основной работе. Азат Садреев, Артур Хуснудинов. Итоги недели. Уфа. Спасибо за непростой и очень важный труд, за терпение и мудрость. Глава Башкортостана в своих социальных сетях поздравил учителей с профессиональным праздником. Ради Хабиров отметил, что именно учителя дают нашим детям знания, необходимые для жизни, для будущей профессии. Воспитывают настоящих патриотов, любящих и готовых защищать нашу Родину. А в преддверии праздника руководитель региона вручил педагогам государственные награды. Система образования Башкортостана одна из крупнейших в стране. И профессия преподавателя связана не только с передачей знаний, но и с воспитанием достойных людей. А тех, кто пошел работать по призванию, сюжет Динары Масхановой. Левую руку вверх. 7, 8, Хлопать и делать физкультуру на уроке Юлии Шамсудиновой вполне нормально, чтобы дети выучили слоги, вместе читают стихи, а часть прописной буквы здесь называют туфелькой балерины. С таким творческим подходом искать тех, кто пойдет к доске, не приходится. В этом классе почти всегда лес рук. Она хорошая, она с нами очень по-доброму, и она очень хорошо пишет и буквы знает. Юлия Ясовна добрая, и она хорошая, мне она нравится. Самая хорошая учительница. Юлия Ясовна добрая, красивая и всегда веселая. Юлия Ясовна очень много всего знает, пишет красиво. В общем, профессор. О том, что она станет учителем, Юлия Шамсудинова знала еще с возраста этих малышей. Папа – директор школы, доктор педагогических наук, мама – отличник образования, преподавала русский язык и литературу. Выбор вуза был очевиден. Ни разу за более чем 30 лет Юлия Шамсудинова не пожалела, что пошла по стопам родителей. Теперь уже ее выпускники приводят к ней своих детей. На мне лежит большая ответственность. Я не могу прийти в класс с плохим настроением. Я не могу прийти в класс с какими-то проблемами своими личными. Я все оставляю за порогом, захожу в класс. Для учителя работа – это школа, это похоже на артистов. Мы приходим на сцену и выступаем, оставляя за порогом все проблемы и нюансы. Звание заслуженного учителя республики Юлия Шамсудинова получила в перерыве между работой. В одном зале с ней еще полсотни педагогов с большим стажем, профессионализмом и любовью к работе. Иначе как объяснить десятилетия в образовании? Глава республики поблагодарил за труд каждого, за воспитание настоящих героев. Выпускники наших школ достойно сражаются на передовой, проявляя мужество и героизм. Педагоги, ученики и родители объединились для оказания помощи участникам специальной военной операции. Заботы об их семьях, чествование памяти наших героев. Спасибо вам, дорогие учителя, за то, что вы делаете для воспитания у ребят патриотизма и готовности защищать Родину.
В республике создана система поддержки педагогов. Меры направлены как персонально на учителей, так и на улучшение инфраструктурных условий. Выделяются денежные награды как 100-бальникам, так и наставникам, подготовившим их. В этом году поощрили 123 преподавателя. Учителя получают путевки в санатории. Это было их пожелание к руководству региона. За последние годы открылось 48 новых школ. Отремонтированных зданий более сотни. Конечно, спасибо Раде Фаритовичу за высокую оценку труда, за поддержку учителей, педагогов Республики Башкортостан. Очень волнительно, почетно, конечно. Ну и что могу сказать? Большой привет городу Ишимбай и Башкирской гимназии. Каждый в зале скромно получает награды за большие труды. Их работа на поколение вперед. Фания Санбулатова теперь кавалер ордена Салавата Юлаева. 30 лет посвятила школе, а позже занималась разработкой учебников по башкирскому языку. Спасибо всем, кто способствовал, кто в команде работал со мной. Это наши учителя, соавторы мои. Также горда за этот орден, потому что орден носит имя нашего национального башкирского героя Салавата Юлаева. Профессиональный праздник учителей в этом году выпадает на воскресенье. Трудолюбивые педагоги смогут полноценно отдохнуть. Хотя их труд можно назвать ежедневным. Ведь они не просто передают детям знания по русскому языку или математике, но и взращивают в них моральные качества – доброту, честность, любовь к родине, становясь таким образом для них проводниками во взрослую жизнь. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. В Башкортостане назначили нового главного федерального инспектора. Им стал Александр Акатьев. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил его руководителю региона Радио Хабирову и управленческой команде. Игорь Комаров поставил задачу оказывать поддержку в развитии региона, достижение целей нацпроектов, исходящих от главы государства. Радио Хабиров подчеркнул, что в Башкортостане заметно растет индекс промышленного и сельскохозяйственного производства. Сейчас перед правительством стоит задача выполнения социальных обязательств перед жителями, выплаты пенсий и заработных плат, а еще строительство школ, поликлиник и больниц. Башкортостан – это один из ведущих регионов не только Приволжского федерального округа, но и нашей страны. Всегда уделяем, и президент уделял большое внимание и говорил о большом значении Башкортостана для нашей страны. И задачи специфические, которые стоят сейчас в наше время, это поддержка и обеспечение работы бесперебойного оборонно-промышленного комплекса и всех задач, которые связаны с выполнением специальной военной операции. Мы действительно продолжаем строить. 6 поликлиник в моменте строится, 5 больших школ. Мы, я докладывал, Игорь Анатольевич, в конце вот этого года мы сдадим школу на 2200 ученических мест. Это самая большая школа в Приволжском федеральном округе. Поэтому, конечно, эта работа ведется. Эта работа ведется по части различных федеральных программ в рамках национальных проектов. Александр Акатьев до назначения был начальником управления Генеральной прокуратуры России в ПФО, а также федеральным инспектором в Татарстане. Ему 53 года и родом из Кирова. Окончил Уральскую государственную юридическую академию и большую часть жизни отдал службе в надзорном ведомстве. Надо понимать четко ситуацию, которая складывается в той или иной отрасли. Поэтому первая задача и первое, наверное, направление – это с помощью коллег из федеральных органов, дислоцированных в республике, коллег из правительства республики, органов местного самоуправления, населения, получить максимально четкую информацию, которая позволит анализировать и принимать те решения, которые наиболее отвечают сегодняшней ситуации. На неделе в Уфе простились с народным артистом России Олегом Хановым. Он ушел на 75-м году жизни. Творческий путь метросцены охватил ведущие театры России, а вклад в развитие театрального дела республики привел к международному признанию Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, присвоению премии «Золотая маска». Проводили в последний путь выдающегося актера, режиссера и наставника, близкие, друзья, коллеги и поклонники творчества. В траурном митинге принял участие и глава Башкортостана Ради Хабиров. О жизненном пути метросцены расскажет Алия Альтубаева.
Награды, фотографии, сувениры и стопки книг. За годы в гримерной Олега Ханова почти ничего не изменилось. Кроме того, что теперь к выходу на сцену здесь готовится ученик мэтра, народный артист Башкортостана Ирик Булатов. Последние аплодисменты, как и положено великому артисту, прозвучали в родном для Олега Закировича Башдрамтеатре. Зрительный зал вновь собрал аншлаг, но уже не из-за спектакля. Большая утрата как для поклонников его творчества, так и культуры. Выражая слова соболезнования, глава республики отметил, что с уходом Фидана Гафарова, а теперь уже Олега Ханова, уходит и золотой век театра. В моей памяти останется прежде всего как человек необычайно интеллигентный, очень доброжелательно настроенный ко всем. Очень любящий, конечно, театр, очень любящий свое дело, своих коллег, соратников по театру. Уважаемая Анфиса Малаевна, уважаемый Владислав Олегович, мы искренне соболезнуем. Мы разделяем горечь утрат. Конечно, мы сделаем все необходимое для того, чтобы увековечить память Олега Закировича, но мне кажется, он и так уже своим творчеством навсегда останется в памяти народа Башкортостана. Самые драматичные и сокровенные моменты жизни Олег Ханов пропускал через себя каждую реплику и каждое движение на сцене. На его желание пойти по стопам именитых родителей и тоже стать артистом Закирьян Ханов и Шамсинур Сиражитдинова отреагировали резко. И лишь роль пупка в спектакле по повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» заставила их передумать. Оставался до последних дней мне очень большой поддержкой. Он был очень добрый, очень добрый, внимательный. Попрощался даже, как предчувствуя свой уход. Подарил на память мне свою книгу. Очень тепло мы с ним прощались. Желание попробовать себя во всем. Он с легкостью совмещал руководство с актерским ремеслом, одно за другим получая международные признания. В 1994 году великодушный рогоносец отметили премией Яблочкиной в номинации «Лучшая мужская роль». А спустя 2 года за игру пастуха Абдурахмана в спектакле «Бибинур Ах Бибинур» он получил государственную премию Российской Федерации. Где должен быть командир, когда отряд пошел в атаку? Правильно! Впереди! Он был всегда человечный и понимающий, потому что сам был актером. Он любил много шутить. Он в те годы, когда мы только пришли, он очень любил разыгрывать актеров. Детей актеров очень любил разыгрывать. Светлый человек, всегда открыт к общению. В то же время ты понимаешь, что рядом с тобой находится такой непревзойденный мастер своего дела. Актер, в совершенстве исполняющий роли на башкирском и русском языках. Творческий путь пролегал через сцены ведущих театров России. От оренбургских подмостков до столичного Сатирикона. Башдрамтеатр имени Мажита Гафури поднялся на новый уровень и добился международного признания. При Олеге Ханове он удостоился главной награды театра России «Золотая маска». В прошлом году ему присвоили звание народного артиста России. А в этом даже в 74 года ждали с гастролями в Башкирском театре. Вся жизнь была посвящена искусству. У нас появляются морщины со временем. Это как вода, как река, она течет, течет, течет. Сказать, что я не боюсь смерти, будет неправдой. Я не могу представить, что вдруг вот как-то закончится все. И в то же время, наверное, нужно просто, если не понимать, то хотя бы знать, что душа-то она остается. И она осталась в памяти коллег и стенах театров. И говорят же, пока человека помнят, пока о нем говорят, он жив. В наших сердцах он, конечно, всегда будет жив. Когда уходят такие люди, говорят, уходит эпоха. И он действительно олицетворение был своей эпохи. Это был золотой век, я вот так считаю, золотой век нашего театра, когда вот такие актеры, как Олег Ханов, Фидан Гафаров, Гуля Мубарякова, Ильшат Юмагулов, такие глыбы работали в нашем театре.
Его образ навсегда вплетен в культурную историю Башкортостана. За грустной мизансценой прощальной церемонии кроется незабываемый бенефис масштабного актера на сцене, великого человека в жизни. Олег Ханов обрел покой на южном кладбище столицы. Труд – это любовь, ставшая зримой. Алия Альтубаева, Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Жителям России смогут выдавать ипотечные займы микрофинансовые организации, которые полностью принадлежат регионам. Кредитование будет осуществляться по государственной программе. Кроме того, в стране обсуждают вопрос повышения ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% тем, кто воспитывает одного ребенка. Параллельно банки возобновили прием заявок на сельскую ипотеку. Что прогнозируют эксперты и как они оценивают ситуацию на рынке недвижимости, расскажет Даниил Байков. Вот, Карим, скоро дом твой достроится. И его должны сдать уже этой зимой. Закрыв первую ипотеку за квартиру под 25% годовых, Булат и Камила Магдановы оформили уже вторую, семейную. Однокомнатную студию в Демском районе Уфы приобрели для своего сына Карима. Пока есть возможности, ими нужно пользоваться, уверены родители. За счет того, что государство дает 6% семейной ипотеки, мы решили взять квартиру по цене машины, чем машину по цене квартиры. Тем более условия на рынке недвижимости могут поменяться. Сейчас в федеральном Минфине обсуждают вопрос повышения ставки по семейной ипотеке для тех, кто воспитывает одного ребенка, 6 до 12%. А вот для лиц, у которых на попечении двое несовершеннолетних, оставить на прежнем уровне. Для многодетных и вовсе сделать от 2 до 4%. Инициативу уже раскритиковали депутаты Госдумы. Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры. На мой взгляд, при ограниченном количестве новостроек эта инициатива может привести к резкому росту цен на новостройки. В текущей ситуации граждане все еще массово покупают недвижимость. Большинство сделок производится наличными средствами. У кого-то свои сбережения, кто-то с помощью потребительского кредита приобретает квадратные метры или ипотечные займы. Причем молодые семьи охотнее выбирают недвижимость на первичном рынке, нежели на вторичном. Причем дороже, в общем-то, в 1,5 раза. Если вторичный рынок, он может отрегулироваться в процессе экспозиции, то рынок новостроек, он в основном живет на акциях. То есть устраиваются акции, квартиры недели, там такая-то скидка. С теми ценами, которые сейчас есть, в общем-то, не всегда и с 6% легко взять и платить этот кредит. Поэтому я думаю, что, возможно, и не повысить эту ставку, а будут просто ждать, пока ставка Центробанка постепенно снизится. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы льготные программы по выдаче ипотечных займов будут только сокращаться. Параллельно у банков ужесточились и требования к заемщикам. Они внимательно проверяют уровень доходов и кредитную историю клиентов. Что же делать заемщикам? Первое. Сегодня им первоначальный взнос придется накопить. Например, в Башкирии, в отличие от других субъектов, есть такая замечательная программа, как «Жил, строй, сбережения», и, соответственно, у него есть возможность накапливать, и региональный бюджет помогает копить заемщику. Кроме того, нужно заранее озаботиться официальным доходом. Сегодня уже серые справки не принимаются, и ситуация будет ужесточаться. Одним из шансов станет и то, что с 22 октября жители России смогут оформлять ипотеку в микрофинансовых организациях, которые принадлежат регионам. Контролировать процесс будет Центробанк. На сайте регулятора можно будет ознакомиться с деятельностью компании. Это дополнительный инструмент, это расширение возможностей для граждан. В республике у нас сейчас 6 действующих региональных программ. Это и IT-ипотека, это дополнительные материалы по семейной ипотеке. Этой спецификой хорошо владеют именно местные компании, которые четко знают рынок, знают застройщиков, знают ситуацию, знают финансовое состояние, в том числе и граждан. Правда, процентная ставка там может быть куда выше, чем в банках, говорят эксперты. Но это уже будут неприступные 400-500% годовых. Кроме того, это будет инструмент именно финансовой поддержки для населения, а не как цель забрать у человека недвижимость, чем, собственно, и недобросовестные микрофинансовые организации отличались еще буквально 10 лет назад. Не все могут взять кредиты в банках, и, соответственно, я полагаю, такие МКК будут иметь своих клиентов. После почти годового перерыва в стране возобновили программу выдачи сельской ипотеки, но уже по новым условиям. Льготный жилищный
Ипотечный кредит стал куда более адресным, и его могут одобрить банки, работникам агропромышленного комплекса, социальной сферы, фермерам и участникам специальной военной операции. Средства можно направить на покупку строящейся или готовой квартиры в доме не выше 5-этажного в опорном населенном пункте, а также на возведение частного дома, в том числе готового, и приобретение земельного участка под ИЖС. Эксперты положительно восприняли решение о возврате госпрограммы. Ведь Башкортостан является лидером по выдаче такого вида займов. Но пока люди охотнее покупают жилье в городе, нежели за его пределами. Риэлторы и аналитики уверены, льготное кредитование даст новый импульс в развитии сельских территорий. Даниил Байков, Федан Мунасипов, Азат Ишбулатов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Включение геопарка Таратау в глобальную сеть ЮНЕСКО стало большим вкладом во внешнюю политику России. Как отметил Ради Хабиров, ученые выполнили сложную задачу. Важно, что эта системная работа будет продолжена. Как отмечают эксперты, благодаря активной внешней политике Башкортостан становится все заметнее на международной карте. Тему продолжит Динар Темасханова. Настоящий музей под открытым небом. Горы, пещеры, водопады, ущелья. 15 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики. 8 из них – краснокнижники России. Геопарк Таратау, который в начале сентября стал частью всемирной сети ЮНЕСКО, занимает более 4000 квадратных километров и является уникальным природным достоянием Башкортостана. Несмотря на попытки оградить нас, тем не менее, там, где речь касается гуманитарного сотрудничества, защиты ценностей всего человечества, мы взаимодействуем. И взаимодействуем так, что действительно единогласно принимаются решения в поддержку наших предложений. Это очень здорово. Но самое главное, я хочу сказать то, что это не разовый момент, это такая системная работа. Заявка на вступление во всемирную сеть была направлена еще в 2021 году. В 2022 в геопарк с оценочной миссией прибыли специалисты из Ирландии и Испании. Они дали рекомендации, которые нужно было выполнить. И, впрочем, эксперты отмечают, что такое решение было ожидаемо на фоне антироссийских санкций. С неким волнением ехала наша делегация с отчетом на 150 страниц в Чили в этот раз, где было принято важное решение для всей страны. Мы, когда летели в Чили с делегацией, мы понимали, что, возможно, нам предстоит обороняться. И на совете придется аргументировать и парировать какие-то выводы. Оказалось, что ЮНЕСКО все-таки не политизированная организация. В условиях международных санкций оно, наоборот, старается, и как нам и многие члены Совета говорили, старается прийти к миру через вот такие гуманитарные миссии. Включение геопарка Таратау в глобальную сеть ЮНЕСКО стало большим вкладом во внешнюю политику России. Сложная задача, выполненная слаженной командой республики, принесла реальные результаты. Включение уже второго парка Республики Башкортостан в сеть ЮНЕСКО, придание ему статуса международного, это тоже уже тысячное подтверждение, собственно, вот этого нарратива о том, что Россия открыта к сотрудничеству, всегда взаимодействует со всеми интересантами, странами, международными организациями. Если мы берем внешнеэкономический срез, то здесь, наверное, все понятно. Статус международного, статус сети ЮНЕСКО позволит парку привлекать еще больше туристов, позволит рекламировать эти парки по всему миру. Башкортостан отличается тем, что здесь очень популярен природный экологический туризм, потрясающая природа, и в этой связи создание здесь геопарков и признание их на международном уровне – это как раз-таки тот инвестиционный путь, который позволяет привлекать и федеральное финансирование, и включаться в различные проекты, которые в последующем будут способствовать сохранению природного и живого фонда и создавать комфортную инфраструктуру для отдыхающих. Дороги, места общественного питания, места для проживания. Геопарк Таратау был создан в декабре 2018 года. И подготовка к обретению международного статуса, можно сказать, началась еще с тех времен. Сотрудники неоднократно обучались, в том числе за границей. Развивали экологический туризм. Для восхождения на вершину Шихана построили лестницу. Открыли дом-музей климата Евразийского НОЦ. А в этом году в Уфимском университете науки и технологий появилась кафедра ЮНЕСКО, геопарки и территории устойчивого развития, где уже начали подготовку специалистов международного уровня. Республика, регион, в котором уже сейчас есть центр компетенции. То есть мы можем, по сути дела, научить
и другие регионы Российской Федерации, и другие страны проектировать территории устойчивого развития, территории неиндустриального типа развития, с тем, чтобы они в устойчивом ключе развивались. Недавно в список всемирного наследия включили также знаменитые наскальные рисунки пещеры Шульганташ. Если говорить о геопарках, то частью ЮНЕСКО является Таратау, а еще с 2020 года Янгантау. И это повод гордиться. Ведь из 251 геопарка по всему миру, имеющих этот международный статус, российских в этом списке 2, и оба расположены в Башкортостане. Кроме того, наши ученые предлагают пополнить список ЮНЕСКО шиханами. Ожидается, что голосование состоится летом следующего года на очередном заседании, которое пройдет в Италии. Динара Таймасханова, Анна Морозова, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Телеканал БСТ и Тамыр в шаге от победы. Проекты «Мегасело» и «Экологично» вышли в финал ТЭФИ «Регион-2025». Церемония награждения полуфиналистов состоялась в Калининградской области, в городе Светлогорске, где были названы лучшие региональные телепроекты страны. «Мегасело» уверенно прошло финал в номинации «Просветительская программа». Передача, посвященная уникальным уголкам и традициям родной земли, уже завоевала сердца зрителей своим глубоким погружением в культуру и быт, рассказывая о жизни в малых населенных пунктах, их истории и людях, которые сохраняют наследие. Проект реализовали на грант главы республики. В качестве телеведущей выступила наша коллега, корреспондент новостей Анастасия Ильчебаева. С одной стороны, это такая ирония, что надо нашим зрителям рассказывать про село, как будто бы жизнь в деревне или жизнь в селе – это такой, объект для познания, для изучения, и это подкупило. Дальше мы начали смотрели на структуру, смотрели на закадр, на то, как работают ведущие в кадре, и поняли, что здесь есть потенциал. Не менее яркую победу одержала программа «Экологично» телеканала «Тамыр», которая пробилась в финал в номинации «Программа для детей». Проект в увлекательной и доступной форме знакомит юных зрителей с основами экологического мышления, важностью бережного отношения к природе и простым шагам, которые каждый может предпринять для сохранения окружающей среды. Яркие образы, интересные факты и интерактивные элементы делают «Экологично» не только познавательным, но и по-настоящему захватывающим зрелищем для подрастающего поколения. Для получения приглашения на финал на сцену вышла главный режиссер телеканала Аделя Сунаргулова, которой, впрочем, не привыкать к таким победам. Ведь проекты телеканала «Тамыр» едва ли не каждый год становятся победителями престижного конкурса. Выход сразу 2 телепроектов из Башкортостана в финал – это значимое достижение. ТЭФИ «Регион» является главным событием в мире регионального телевещания, отмечая высочайший профессионализм и творческий подход создателей. Победа в полуфинале – это важный этап на пути к главной награде. Теперь «Мегасело» и «Экологично» предстоит побороться за «Орфея» в финале конкурса, который пройдет в ноябре в Ярославле. 639 работ. Это огромное количество. И выбраться в финал среди таких крутых работ, это дорого стоит. В этот раз мы делаем всегда как что делали, то и делаем. Делаем качественный контент, который хотелось бы, чтобы был интересен детям. Ну а теперь авторская рубрика «Между нами» нашего коллеги Руслана Шарафудинова. О своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.